При поддержке Северо-Осетинского государственного университета во Владикавказе прошел 7-й Всероссийский симпозиум по амфибиотическим и водным насекомым. В мероприятии приняли участие ведущие ученые-энтомологи из стран ближнего и дальнего зарубежья. Последние десятилетия специалисты изучают вопросы загрязнения водных экосистем и, как следствие, пагубное влияние человека на другие виды. Сегодня своей основной задачей ученые считают развитие биологического мониторинга для сохранения животных и растений. Какие эффективные методы исследований обсуждались на Всероссийском симпозиуме по амфибиотическим и водным насекомым и почему вопросы сохранения водных экосистем стали так актуальны в наше время? Мы узнаем у энтомолога Музея естественной природы Словении Игнаса Сивица и профессора, заведующей кафедрой зоологии и биоэкологии СОГУ Сусанны Черчесовой. Здравствуйте, спасибо, что пришли. В программе Всероссийского симпозиума заявлена тема охраны и мониторинга пресноводных экосистем. Почему сегодня это действительно так актуально для России и, судя по всему, Северной Осетии? Вопросы охраны пресноводного бассейна имеют очень важное значение, потому что вода – это источник жизни. И организмы, изучением которых занимаются наши ученые, они основные показатели, тест-системы состояния этих водоемов. Поэтому уже в очередной раз в Северной Осетии, в Республике Северная Осетия-Алания собрались ведущие специалисты со всех вузов страны и зарубежья, которые занимаются непосредственно изучением амфибиотических и водных насекомых. Как говорил еще Сократ, в споре рождается истина. Наверное, это и было, собственно, на симпозиуме. А какова высшая, что ли, цель, задача ученых-этномологов? Ученые-энтомологи изучают амфибионтную фауну, личиночные фазы которой развиваются в воде в течение от 1 до 3 лет. Они живут, они питаются, они растут, они занимают определенные экологические ниши. Конечно же, вопросы охраны их очень велики, потому что в настоящее время антропогенный пресс на экосистемы водные очень велик. Даже там, где прекратила свою деятельность промышленность, мы знаем, что ряд промышленных предприятий сейчас так активно не загрязняет поверхностные воды, все равно даже бытовой мусор, даже на этом уровне, все это влияет на фауну. Мы проезжали по всем маршрутам и видели те фрагменты загрязнения фауны. Это и строительство Зарамакской ГЭС, это и бытовой мусор по склонам наших ущелий, который и ветром разносится, и паводками, и загрязняет воду. К сожалению, если это касается песка и ила, которые попадают в воду, они являются местом, где бентос захороняется. То есть у него не бывает возможности прикрепиться, потому что в основном это литориофильная фауна, то есть фауна, которая живет на камнях. И если туда песок, ил, то не все виды способны жить в этом песку и иле. Поэтому зацементировано дно бывает. И насекомые просто не могут там задержаться. Потом бывают такие лотки, мы заметили, река Баддон, которая в Ардон впадает, и там тоже очень интересно. Там для холостого спуска воды сделали лоток. То есть на протяжении более 200 метров этот участок будет теперь холостым, там насекомые не смогут задерживаться, им не за что прикрепиться. А как там можно будет восстановить в данном варианте вот этот фрагмент уже не будет восстановлен, он просто для холостого сброса воды. И все. А дальше уже, надеюсь, выше по течению и ниже фауна, конечно, имеет возможность восстанавливаться, потому что существует такое понятие, как дрифт. Он и сезонный дрифт, и по времени суток бывает. У нас интересные были наблюдения во время симпозиума, когда начались выездные заседания. Мы ставили ловушки на тереке, посмотреть, не совсем ли наш терек погиб для энтомофауны. Оказалось, еще надежда есть на его сохранение, потому что, сейчас еще раз повторяю, промышленность не так активно работает, и поэтому в воду меньше попадает загрязняющих веществ. Мы поставили ночью, это нужно определенное время, и на свет, на ультрасвет летят насекомые.
имага. Мы собрали ручейников. Очень интересная, простая методика, но нужно знать время, потому что ручейники летят, допустим, минут 10-15, ну, от силы 20. Потом начинают лететь бабочки, которые уже своими крылышками и чешуей, которая попадает, загрязняют все. И надо прекращать, выключать лампы, сливать собранный материал, так что реакофилиды на тереке есть. И это очень обнадеживает, потому что именно семейство реакофилида один из показательных семейств, которые. Ну а вот наши виды с Игнасом, любимые веснянки все-таки, они практически вся группа, весь отряд индикаторный. И поэтому мы уделяли очень большое внимание тому, как распространены веснянки по рекам нашей республики. И, ну, сделали интересные находки в этом году. Игнас поделится своей радостью. Вот в этом смысле, Игнас, в этой студии мы уже с вами общались. В прошлом году говорили о веснянках или водяные жуки, как их еще называют. А что еще интересно ученым вот в нашей зоне деятельности, в нашей республике для изучения? Вы прежде сказали мониторинг. Мониторинг сегодня очень модерное слово. И в Европе имеем мониторинг, так называемый Natura 2000. Но там включено только несколько десяток животных, от миллиона сколько экзистирует. А мониторинг возможно сделать, если ты знаешь что-то смотреть. А мы не знаем. Мы за многие хабитаты, за многие виды насекомых вообще не знаем, что там есть. От веснянок в Европе вообще ни один вид, не только веснянок, вообще водных насекомых практически ничего не включено. А мониторинг получит деньги. Деньги всегда. Так, цель у этого мониторинга только лишь для того, чтобы выявить вот, новую фауну? Нет, не новую фауну, просто увидеть динамику биоразнообразия, потому что по количественному, качественному составу, мы уже общались на эту тему, мы можем судить о благополучии водоема, потому что, мы еще раз повторяем, можно воду химически очистить, но тогда эта вода стерильно чистая будет непригодна для жизни. Вот если в этой воде развиваются водные фазы амфибиотических насекомых из различных групп. Это ручейники, это веснянки, это поденки, двукрылые, очень многие любят чистую воду, семейство блефароциридов в частности. Тогда мы можем говорить о благополучии. Мониторинг – это очень длительное слежение за динамикой изменения. И по этим показателям мы можем судить о сохранности видов, значит, и об благополучии этих водоемов. А какие еще ученые, представители, может быть, других стран и республик принимали участие в этом всероссийском симпозиуме? Симпозиум в этом году был у нас обширным. Мы с Игнасом, конечно, предполагали, что наши коллеги из дальнего зарубежья примут участие активное. Они откликнулись, но потом оказалось, что нет возможности приехать. Где-то финансовой, а где-то и сложности с тем, что одновременно с нами проходил симпозиум в Северной Америке. И Игнас послал приветствие от нашего симпозиума им. И, наверное, Кондратьев ответил, это Игнас скажет, еще не смог ответить, потому что 20-го у них закончился симпозиум. А из России приехали такие коллеги, Дальний Восток был представлен, это институт, Дальневосточный институт биологии, приехал Сыктывкар, значит, 2 представителя, из Хакасии, из Кронотского заповедника, из такого рефугиума гейзеров наших, приехали из Тувинского университета, Санкт-Петербург, Москва, палеонтологический институт. Вот я вижу здесь такие картинки наши, значит, вот профессор Сивик рядом, Иванов. Это вручение нашим студентам грамот, потому что студенты первого курса, которые присутствовали на нашем мероприятии, они потом были удостоены чести и посвящены в студенты-биологи. И все специалисты, которые приехали, расписались на грамотах, так что у них такая вот памятная грамота осталась. То есть в этом году география была широкая, из Хакасии. Их интерес чем Их вызван? интерес вызван, во-первых, к региону, потому что Кавказ – это рефугиум, это место возникновения биоразнообразия.
И даже вот в рамках договора, потом мы поговорим, есть интересы, наверное, для научных исследований. Вообще Кавказ – это рефугиум биоразнообразия. И многие приехали сюда впервые. И радушный прием, и вообще красота природы настолько их очаровали, что они сказали, что непременно следующий симпозиум намерены тоже проводить здесь. Да. Вообще это такая практика проведения симпозиума, причем симпозиума, который российский был посвящен каким-то определенным датам. Вот в этом году 140 лет будет исполняться Андрею Васильевичу Мартынову, основоположнику трихоптерологии, палеонтологии и так далее. И я думаю, что когда симпозиум помнит о тех людях, которые выдающийся вклад внесли в отечественную науку и в мировую науку, то это очень важно. Ну вот вы затронули родоначальников, да, биологии, палеонтологии. И вот в этом смысле в свое время вы были аспиранткой Инны Ивановны Карнауховой. Да. У вас сегодня есть свои последователи? Насколько наука, биология, зоология интересны молодым умам? Вы знаете, у меня есть аспиранты, которые уже и защитились. Это Манана Шалашвили, она сейчас работает в Москве. Она ведущий логист, но занимается проблематикой финансы, конечно, основополагающая тема, но не забывает о том, что она изучала, как раз мы были в горной Саниба, и Карцадон изучала, и когда сошла Колка, и Подпрудное озеро, и это вот было предметом ее изучения. Еще два аспиранта защитившихся. На защиту выходит вот Александр Беков, которые и фотографировали. Они дальше вот продолжают ваше дело? Продолжают. Я надеюсь, что молодежь продолжит, потому что будет плохо, если Инна Ивановна, Тарноградский, Попов, Карнаухова, Черчесова и больше никого нет. Но я надеюсь, что дальше есть. На кафедре сейчас работает ассистентом. Два ассистента, это тоже мои аспиранты, надеюсь, они уже в скором будущем защитятся. Это Мамаев Виталий, он занимается водными жуками, и Джоева Ия Эдиковна, она занимается бентесом бассейна реки Цраудон. Игнас, а вот в Словении как идут дела в этом направлении? Молодым ученым интересна биология, они хотят изучать насекомых так же, как и вы. Есть кому передать дальше? Нет, это плохо. Вообще, не только у нас, но вообще в Европе, особенно в Восточной Европе, так как все сейчас перевернули в капитализм, где только деньги важнее, а нет то, что ты работаешь. Наверное, это парадокс. Вода, познавание жизни о воде, все больше и больше значительно, так как, вы знаете, мы рассказывали, когда-то воевали за нефть, а сейчас, или в будущем, уже сейчас воюются за воду. Да. Но, с другой стороны, все меньше и меньше людей, которые работают по этим проблемам, и как бы могли узнать товар, да. то, что особенно для меня такая конференция и другие такие конференции важные, чтобы люди вместе пришли и чтобы разговаривали. Ну вот это частая позиция. В этой студии мы общались тоже с другими учеными. И несмотря на развитие технологий, несмотря вроде бы как на возможности какие-то определенные финансовые, все же государство мало уделяет внимания. Да. Может быть, меньше, не знаю, как правильно это сформулировать, именно науки. И мне кажется, вот более узконаправленные, то есть точные науки, как биология, это же важный аспект в развитии, да? Это развитие экономики в том числе. Но почему тогда это происходит? Понимаете, наверное, сейчас более ценно, хотя нет, жизнь, она всегда ценнее. Я думаю, несмотря на все сложности, это все-таки будет первостепенной задачей, и человечество вернется, потому что осознает, как Игнас уже говорил в прошлый раз, когда погибает крупный какой-то объект, и мы говорим, там панда погибла, или мастодонты вымерли когда-то, но когда мелкие насекомые все на нас смотрят, действительно, как на чудаков, и говорят, что вы там изучаете, они без вас хорошо проживут. Но действительно нужно знать каждый вид, ведь каждый вид, он появляется с определенной целью. Это и пищевые цепочки, это вот и
те индикаторные виды, которые... Убери один вид, как в Китае тогда с воробьями, которых отстреляли только из-за того, что они плоды поедали у местного населения. Потом гусеницы, так сказать, заселили все плодовые и уничтожили их еще больше, нежели птички. Поэтому каждый вид, он достоин внимания, он достоин изучения. И я думаю, что вернется все, несмотря ни на что, на круги своя. Я на это тоже рассчитываю. Животные успели в миллионах лет сохранить воды хорошие и живые, а человек успел от Испортить. 1960-го, 50-х годах практически совсем уничтожить. И поэтому мы хотим... Ну тогда я узнать- правильно понимаю, что именно антропогенное воздействие так сильно влияет на популяцию насекомых? Ну да. Они естественным образом, как динозавры, не исчезают? Нет, естественным образом, если только климатические изменения произошли какие-то, то это может, конечно, сказаться, потому что динамика климата имеет тоже свое значение. Вот сейчас меняются и погодные. Мы в этот раз не успели буквально в 5 дней застать вылет. Недавно кто-то говорит, зачем все время ты хочешь конференцию так рано устраивать? Меня заведующий соседней кафедры спрашивает. А я говорю, потому что в мае летят они, веснянки. И мы вот буквально успевали, увидели шкурки, а имага уже вылетела, а мы не успели. То есть фенология вида очень интересна. Но действительно, антропогенный фактор становится ведущим. И это очень страшно. И человечество... Вот человеческий, вот мне интересно эти все выхлопные газы, да, машин так много стало в нашей республике. Это тоже может повлиять на популяцию каких-то отдельных видов насекомых? Ну, если это наземная фауна, то да, водная фауна как бы защищена тем водным объектом, который, но без выхлопных газов, я говорю, достаточно. Выхлопные газы, они касаются только автомагистрали и того, что рядом. А водные экосистемы, я же говорю, элементарный бытовой мусор, и тот имеет... Вот настолько это все опасно да, получается? ну потому что Мы не это осознаем целлофан. этого? Мы не осознаем это. Нам кажется, ну подумаешь, я выкинул бутылку целлофановую или пакетик в воду, вода унесет, а где-то это остановилось. А где-то даже вот поднимая камень с Игнасом, мы по водоемам сколько ходим, и камень, свободный от такого искусственного субстрата, как целлофан, он заселен активно. А, допустим, если дерево упало, или бревно какое-то, или сучок, мы это тоже осматриваем. Но если там покрыто, во-первых, целлофаном, это уже неопрятно, эта вода не той чистоты, не того качества, и там уже не заселяются насекомые. Поверхность не та. Примечательно, наверное, и то, а может быть, это самое важное, что в этом году Северо-Остинский государственный наш университет подписал договор о научном партнерстве с Музеем естественной природы Словении. Что это даст нашему российскому, может быть, северокавказскому научному сообществу? Ну, я думаю, это очень важная веха в наших отношениях. Мы с доктором Сивиком давно к этому шли. Я думаю, что это даст нам возможность дальнейшей плодотворной работы. Мы приступаем вот сегодня, после передачи, мы с Игнасом и еще одним коллегой, аспирантом Александром Бекоевым, будем как раз обсуждать макет книги «Атласа по веснянкам», чтобы это было доступно для всех, и будем решать эти проблемы. Но вот о том, чем интересны мы для Словении, может быть, Игнас скажет. Не то я сегодня что-то много говорю. Так как специалистов мало, не надо только быть узко Да, ограничен, да. надо через границы. А, к сожалению, если смотрим последние 40 годов, ситуация меняется. Не только климат меняется, тоже и отношения между людьми меняются. Да, да. И поэтому важно, пока люди сидят вместе и разговаривают, тогда войны еще не будут. А когда каждый сидит на своему... Но это уже политическая проблема. Да. А для нас важно, чтобы этих мало специалистов, которые собрали и вместе настояли вопрос. сделать что-то. Что-то хорошее, полезное. Самое общество в воде или вообще в природе, как хороший домик, в миллионах лет он охранился. А сейчас мы
взял там кусочек за кусочком. Сначала это не так, Не так заметно. плохо. Да, земли забираются, Но да, что строятся, высушиваются когда какие-то слишком водоемы. много этих, мы будем взять тогда целый дом к... Мы же к берегу не можем иногда подойти, настолько засилие. И вот Игнас правильно говорит, потому что наша наука, да, и животные, они трансграничные, у них нет границы. И нельзя в одной стране охранять это животное, а в другой не охранять. Допустим, перелетел вид туда, и что, его там не надо охранять? Надо. Поэтому биология, она объединяет и людей, объединяет природу и охрану этой природы. Я считаю, что вот этот симпозиум, он очень важен, потому что он действительно, это содружество ученых и обмен мнениями. Вот весняночников там было несколько человек, и профессор Клюге, наш коллега из Санкт-Петербургского университета, он решил даже такой мини-конгресс сделать в противовес американскому. Но он свою систематику отряда Плекоптера предлагал, и это было тоже интересно. 2 дня они рассказывали студентам, приглашенные лекции были. Игнас постоянно выступает перед нашими студентами, заинтересовывает их, потому что у них глазки начинают гореть, и они дослушали все эти лекции. Никита Клюге, Никита Юльевич и Иванов рассказали нам о своих экспедициях по Индии, по Непалу. В общем, показали те места, где они побывали, что собирали, о природе рассказали, о видах, которые встречены были ими. Вот еще у меня такой, наверное, вопрос заключительный. Игнас, для вас Осетия не как для ученого. Чем еще интересно? Потому что вы неоднократно уже здесь побывали, даже до заключения этого договора о сотрудничестве между СОГУ и Музеем естественной природы Словении. Просто Осетия и особенно Кавказ. Когда я приходу дома и рассказываю, что там, и скажу, очень впечатление на меня было. Так как когда я много ехал по Азии, по Китаю, по тропикам, но там совсем другое растение, другое животное, ничего не знаешь, не смотришь. А здесь нам знакомые, очень знакомые, с одной большой разницей. У нас растение такое, а в Кавказе такое. Ну вот, а помимо растений, что-то вас здесь пробирает, что-то вам здесь нравится, вот по-человечески? Ну, Словения тоже славянский народ. И широкое славянское сердце, славянская душа – это совсем другое чувство, как в каком-то другом деле мира. Так мне нравится. Я почти как дома чувствую. И это, слава богу, да, что гости так, из да. Европы чувствуют себя здесь, в Осетии, как дома. Доктор Сивик и все мои коллеги, они просили от имени всех участников сказать большое спасибо руководству нашему университету, Алану Розмаговичу Агоеву, проректору нашему по научной работе Туаевой Берте Владимировне, декану факультета, заведующей кафедрой физиологии Гапоевой Валентине Созырковне, всем, которые приняли участие, объединили ученых из разных уголков России и зарубежья. И им спасибо. Да, и им спасибо всем. О проблемах охраны и мониторинга пресноводных экосистем мы поговорили с энтомологом Музея естественной природы Словении Игнасом Сивицем и профессором, заведующей кафедрой зоологии и биоэкологии СОГУ Сусанной Черчесовой.